Zombie apocalypse. Всем добрый день. Продолжаем работать в программе SketchUp Pro 2020. Итак, вы должны были сделать некую мебель, минимум 5 штучек, да. Вот, допустим, у меня тоже появились такие вещи, как комод, какой-то диванчик и стол, допустим, да. Стол самый простой. Получается, это 2 цилиндра, 2 окружности, которые я вытянул с помощью элемента Push and Pull. Итак, приступим. Что мы должны сегодня сделать? Во-первых, я вспоминаю, как пользоваться лапкой, да, зажимаю клавишу Shift и колесико мышки, и у меня появляется такая лапка, я немножко сюда подвинусь. И мы делаем вот такую вещь. Рисуем некий прямоугольничек. Вот такой вот прямоугольничек. Мы будем строить некий домик, в котором наша мебель будет располагаться. Итак, домик пока самый простой. Давайте вот вытянем его с помощью инструмента Push and Pull наверх. И будет такой вот домик. И давайте сделаем небольшую крышу. Итак, как сделать крышу для нашего домика? Домик будет у меня типа деревенский, с такой крышей а-ля треугольничек, да. Давайте попробуем. Есть несколько вариантов. Так, первый вариант. Мы берем инструмент Line, находим вот на одну границу ставим, раз, вот middle point и где-то вот здесь еще одну черту делаем. Вот. Беру инструмент Push and Pull, выталкиваю, и вроде бы крыша готова. Это один из вариантов. Следующий, какой у нас есть вариант. Допустим, кстати, когда вот так сделали, да, крышу, вот если я захочу домик вдруг увеличить в размерах и захочу его потянуть наверх, вот что у меня получается. Что-то не то. Так, горячая клавиша Ctrl-Z отмена действия, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Давайте я пока отменю. И еще варианты посмотрим, как можно сделать крышу. Допустим, беру инструмент Rectangle, нажимаю его здесь, на углу. Смотрите, у меня вот такая линия появляется, но я хочу сделать прямоугольник, который будет стоять вертикально. Я вспоминаю, что у меня есть стрелочки, допустим, стрелочка налево, стрелочка направо. И стрелочка вверх. Вверх это у нас, видите, будет лежать по горе. Ладно, неважно. Берем красную стрелочку нашу, да, и стрелочка направо, допустим, вытягиваем как-то элемент. И уже здесь мы можем его, допустим, как-то обозначить. Находим middle point, кликаем сюда и получается, делаем то же самое, но немножечко по-другому. Берем инструмент, допустим, ластик, удаляем этот. Смотрите, вот могу удаляем этот, все. И отсюда уже тоже с помощью инструмента Push and Pull вытягиваю элемент. Ну, допустим, я пока остановлюсь на этом методе. Есть другие еще варианты, но мы пока остановимся на этом. Итак, что дальше? Допустим, мне не нравится угол крыши, да, я хочу его немножко поменять. Я могу взять инструмент, во-первых, я беру элемент Select, выбираю какую-то линию, вот, выбираю, вот, которая посерединке у меня находится, и беру инструмент Move. Взял Move, и смотрите, что могу. Зажимаю левую клавишу мыши, и я могу двигать как бы крышу. Могу увеличить, могу уменьшить, могу вот такой наклончик сделать, могу такой. Давайте я пока остановлюсь вот на таком, мне почему-то нравится такой наклон, пусть он будет таким. Итак, крыша у нас есть. Обычно у крыш бывает некая труба, которая из крыши торчит. Давайте попробуем создать такую трубу. Итак, многие из вас делают вот, когда, если бы я вам дал бы задание,
Вот, при личной встрече я попросил бы вас сделать трубу, и очень многие бы сделали вот такую, взяли бы, допустим, инструмент кружочек, поставили бы так и начали бы вот так вытягивать трубу. Ну, получается, у нас труба не очень, она как-то неправильно идет, это неправильно. Давайте попробуем другие варианты. Есть вариант следующий. Самый действенный, конечно, вот нарисовать какую-то вот окружность, взять инструмент Push and Pull и, допустим, вытягиваю его, и потом уже его уже эту трубу я беру, вспоминаем, что чтобы выделить элемент, мы нажимаем 3 клика, делаем 1, 2, 3, и беру инструмент Move, зажимаю его и начинаю двигать. Начинаю его двигать и выбираю примерно местечко, где бы я хотел бы поставить. Допустим, пусть здесь будет. Это один из вариантов трубы. Давайте, допустим, предположим, что у меня дома несколько печек, да, и я решил сделать еще камин, допустим, где-то у меня там есть. И есть вариант вот такой, тоже действенный. Берете инструмент Line и смотрите, я с помощью стрелочки наверх делаю такую вещь. И вот, вроде бы есть некая труба, и опять-таки беру инструмент Push and Pull, толкаю ее, и потом ее примерно где-то ставлю вот здесь. Затем лишние линии удаляем. И как бы труба есть, если что, кому-то непонятно, берем инструмент, что кто-то будет придираться к нам, скажет, что за труба такая странная, мы можем делать еще одну окружность и ее как бы вдавить, тогда вопросов не должно у человека оставаться. Вот, есть некая труба. Так, закончили мы с вами создавать некие подобия труб под печек. Самой печки строить не буду, сразу скажу, что это уж вы сами как-нибудь, да. Итак, что у нас должно быть в доме? Во-первых, у нас в доме должно быть... мы вообще вернемся к теме, что мы хотели вот наши вещи расставить в домике. Как это сделать? Во-первых, сейчас я никак не могу попасть внутрь дома, да, поэтому, допустим, подойдем так радикально. Возьмем, кликнем по области по одной из стен и нажмем клавишу Delete. Вот, как будто бы наш домик пустой, да, ну пусть так будет. Немножко ему добавим. Так. Пусть так будет. Итак, вот у нас есть некий элемент. И давайте попробуем расставить мебель. Очень важная вещь. Когда мы будем расставлять мебель, нужно ее сделать очень правильно. Итак, обращаем внимание. Выбираем элемент, который хотим поставить. Смотрите, я начну с самого простого. Вот, 3 клика сделал, беру инструмент Move и начинаю его двигать. Допустим, хочу, чтобы диванчик стоял вот здесь. Смотрите, он у меня левитирует в воздухе, это плохо. Надо его пониже сделать. Смотрите, беру опять левой клавишей мыши, нажимаю с помощью Move и нажимаю стрелочку наверх. Теперь я буду только по одной плоскости, да, двигать. И я его вот примерно вот так вот расставляю. Поставил элемент. Вот он стоит. Вроде бы прикольно, но, допустим, я решил его дальше подвинуть. Дальше его подвинуть. Беру его, выделяю и давайте к стенке его задвинем. Опачки. Вот так вот. Пусть пока он так будет. Вот ножки у нас торчат. Ничего страшного в этом нету. Потом, если что, подправить. Итак, продолжим. Лапочку берем. Берем следующий инструмент и берем инструмент вот, комод. Взяли комод и тоже его двигаем. Банкс. И давайте немножко опустим его. С помощью стрелочек не забывайте пользоваться. И решил я его поставить, допустим, комод где-нибудь
не знаю, где-нибудь вот здесь. Пусть он там стоит, но мне не нравится, что он стоит, смотрит сюда. Я хочу его повернуть. Вот самое интересное. Новый инструмент, который мы с вами пройдем, это инструмент называется Rotate. Нажимаем Rotate, и у нас появляется некий транспортир. И что мы можем с ним делать? Смотрите, выбираю плоскость, по которой хочу крутить, зажимаю левой клавишей мыши, и у меня появляется некий рычаг. Вот я мышку отпустил, у меня рычаг есть. Допустим, выбираем, какой мне нужен рычаг. Допустим, вот такой. И теперь я могу этот рычаг двигать. Допустим, я хочу, чтобы он вот так стоял. И теперь подвинем его. Вот так. Пусть вот так стоит. И возвращаемся к нашей мебели. Кровать. Блин, зачем мне такая страшная кровать? Она очень гигантская, и поэтому давайте уменьшим ее в размере. Для этого мы возьмем еще один инструмент, называется Scale. Зажимаю, набираем Scale, и у нас появляются вот такие вот зелененькие кубы, да. И если я с мышкой навожу на один из кубов, я могу делать вот такие вещи. Допустим, нажимаю кнопочку левой клавиши мыши и могу уменьшить, допустим, кровать. Допустим, мне не нравится ширина кровати, я нажимаю эту кнопочку и уменьшаю вот так. Слишком маленькая или нормально? Пусть пока, допустим, ладно, пусть вот такая чуть побольше будет. И обратите внимание, теперь мы можем даже высоту кровати немножко увеличить. Давайте так делаем. Здесь будет повыше. Окей. Берем инструмент двигать. И почему надо выделять тройным кликом? Смотрите, что может произойти. Допустим, один раз кликнул, взял инструмент Move и начинаю двигать. И что получается? Вот уже какая-то кракозябра начинается. Чтобы такого не было, обязательно выбираем весь элемент, который хотим сделать. Это у нас тройное нажатие клавиши мыши левой. Итак, когда вот так сделали, есть большая вероятность того, что, пока мы это рассматривать не будем, но я изначально косячу, поэтому потом меня не ругайте, почему такие у вас косяки появились. Итак, вот кровать есть, допустим, кровать, опять-таки, давайте ее пониже поставим. Не знаю, кто так, блин, этот диван вообще не черт, ну ладно, пусть будет так. Допустим, двигаем сюда. Интересно, кто-нибудь так живет? По-любому нет. Ладно, пусть так будет. И давайте, допустим, возьмем мой стол, самый простецкий. Его поставим, тоже пониже поставим. Во. У нас есть некий стол, все у нас торчит, все супер, все потом это должно исправляться. Итак, и берем стул. Самое интересное, берем опять, выделяем тройным нажатием, берем Move, и я хочу стул поставить так, чтобы он меня, допустим, стоял вокруг за столом. И смотрите, получается, сейчас я хочу взять стул. Вот я нажимаю 3 клика делаю по стулу, и небольшая проблема возникает. Смотрите, беру инструмент Move, и что произошло? Он взял и приклеился к дому. Это косяк, большой косяк, который я хотел как раз вам показать, что я косячу. На самом деле, когда вы будете перемещать какие-то элементы, вы должны с ним сделать небольшую вещь, чтобы такие вот залипания у нас не были. Итак, берем инструмент, выделяем тройным кликом, нажимаем правой клавишей мыши и создаем, выбираем Make Group. Все, это сгруппированный элемент, который, вот если я сейчас его выбираю, тройным кликом все пропадает, это все правильно, значит он в отдельной группе находится. Так, беру инструмент, обратите внимание теперь, когда я
группированный элемент беру, он сразу полностью выделяется, тройных кликов делать не надо. Вот, выбрал, беру инструмент Move, и смотрите, что у меня появляется. Появились некие красные крестики, да, плюсики. Что за плюсики такие? Итак, смотрите, я могу вот инструмент Move, за плюсик взять, и смотрите, что происходит. Эти плюсики тоже работают как инструмент Rotate. Он может наш элемент покрутить. Итак, пока я беру инструмент, двигаю его сюда. Не забываем работать с камерой. Вот эти элементы, допустим, комод, кровать, диван и стол, я не сгруппировал. Это потом, конечно, на моей работе очень сильно скажется. Если я захочу передвинуть эти элементы, скорее всего, они будут двигаться вместе с домом, и это уже косяк, это уже неправильно. Так делать не надо. Итак, давайте попробуем поставить стул. Итак, допустим, вот так. Двигаем его сюда. Ну, какой-то гигантский, что ли, или что? Ну ладно, берем инструмент Scale. Ничего страшного. Упс. Берем инструмент Scale, немножко его поменьше сделаем. Какая-то у нас печальная мебель, но у вас, я видел, что очень много чего интересного есть, даже телевизоры, кто-то задумался о телевизоре, поэтому, допустим, так как у меня есть кровать, диван, скорее всего, этот человек явно живет не один, ему, наверное, приходят гости, и поэтому мы с вами сделаем вот такую вещь. Мы этот стульчик скопируем. Так, все вы крутые хакеры, и, скорее всего, вы сразу просто нажали горячую клавишу Ctrl-C, это там, где буква русская S, и у вас элемент скопировался, и Ctrl-V, значит Vendetta, там, где буковка M русская, вы ставите, зажимаете Ctrl-V, и у вас появляется такой вот стульчик. Это, конечно, круто, но как раз таки здесь лучше такими вещами не пользоваться. Они как бы очень заставляют, смотрите, я целую горячую клавишу Ctrl-C нажал, Ctrl-V, это очень долго и неудобно. Давайте пока поставим стульчик. Но возможно, получается, есть, возможно, как бы с этим никаких проблем нет. Допустим, есть стульчик. Допустим, я хочу его повернуть вот так, пусть так стоит. И как нужно делать правильное копирование? Итак, выбираем элемент и зажимаем клавишу Alt. Берем инструмент Move, зажимаем клавишу Alt, и у нас ничего не происходит. А вот, я ошибся, зажимаем клавишу Ctrl. Ctrl, и смотрите, у меня с помощью Ctrl, зажал клавишу Ctrl, можно несколько стульчиков сделать, но я пока больше делать не буду. 4 достаточно. Пусть пока здесь постоит. Этот. Так, а этот пусть у нас тоже продвинемся. Обязательно не забывайте работать с камерой, это очень важный момент. Итак, допустим, что-то есть, и я решил, что у меня на столе не хватает чего? Конечно же, мне не хватает какого-то украшения. Пусть либо на столе, либо на комоде у меня появится ваза. Итак, как сделать вазу? Для этого, допустим, берем инструмент Circle, да, и нарисуем вот такую вещь. Окружность. Окружность, и здесь начинается небольшая магия. Я беру инструмент, допустим, Rectangle. Я его хочу, да, вот таким сделать. И рисую вот такую вот, поднимаю вверх. Вот. Господи. Так, вот. Ты будешь мне подчиняться, допустим, вот такой высоты придет. Из середины элемента нарисовал прямоугольник, и теперь беру инструмент
line, и, допустим, хочу какую-то, ну, самая простецкая ваза выглядит, по-моему, вот так, и вот так, и, допустим, вот так. Ваза. Назовем это ваза. Итак, я удаляю теперь элемент вот так вот. И у меня вот такая, на вазу вообще сейчас пока что-то не очень похоже, да, но у нас есть некий инструмент. Я беру инструмент выделения, выжимаю по нашей окружности и беру инструмент Follow Me. Follow Me. И теперь кликаю по элементу, который к нему, допустим, прижат, да. И у меня некая ваза вот такая вот получается. Давайте лишнее уберем. Лишнее убрали. Допустим, ваза у меня не должна быть такой. Давайте закрасим ее. Да, пусть он будет полый, она не будет. Назовем это типа ваза. Типа ваза. И если кому надо, допустим, вы можете сделать здесь где-то здесь, сделать окружность и потом величиной, пока это делать не буду. Я хочу поставить вазу на комод. Вот. Давайте. Я взял инструмент, беру Move, двигаю его сюда, ставлю сюда, посмотрел, вижу, что ваза что-то гигантская, куда-то провалилась, все плохо. Надо бы как бы вазу подвинуть. Вот. Хорошо, что она у меня не склеилась. Допустим, если бы я опустил бы вот так вот опустил бы, вот так вот сделал бы, вот тогда вот немножко, конечно, я уже косячки есть. Поэтому не забывайте делать что? Группировку. Все, группировка готова. Беру инструмент. Во-первых, мне не нравится, что у него размер гигантский, мы его немножко уменьшим с помощью инструмента Scale. Допустим, уменьшаем. Пусть такой будет, да, и давайте поближе зайдем. И давайте немножко его подвинем. Так, и с помощью опускаем потихонечку. Что там где-то там стоит. Допустим, есть некая ваза. Что можно делать, кстати, с помощью инструмента Follow Me. Допустим, вам нужно нарисовать вот этот инструмент я не люблю, Freehand. Ну, давайте попробуем с Freehand. Вот у меня есть какая-то страшная линия, да. Я могу сделать вот такую вещь. Опять-таки возьмем вот, допустим, я хочу какой-то шланг нарисовать. Не шланг, трубу, не знаю, что это. Опять берем инструмент, выделяем, берем инструмент Follow Me и кликаем по попасть бы, но не попадаем. Итак, беру инструмент, выделяю инструмент, беру инструмент Follow Me и кликаю дальше. Все. Ну, жесть, конечно, да? Так лучше не рисовать, лучше пользоваться все-таки прямыми линиями с помощью именно line, да? Ну, примерно, если нужно будет какую-то вот такую изометрию делать, типа трубы, что-нибудь такое, шланг что-то валяется, какашку нарисовать хотите, то милости просим, да? Мы так делать пока не будем, это пока удаляем. Так, круто, допустим, возвращаем стенку. Как вернуть стенку? Вспоминаем, что кликаем на грань и, допустим, кликаем на грань. Смотрите, если я вот так сделаю, клик сделаю, да, никакой закраски не будет, потому что я не попал по грани. Ctrl-Z отмена, обязательно на другую грань. Все. Итак, допустим, это наш дом, у которого типа две трубы, мебель торчит из дома, не обращайте на это внимания, как бы никто, наверное, когда вашу модель будет делать, никто не будет так, о, что там у вас внизу, там, да? Но, если честно, вы можете просто тут добавить вот такую вещь.
допустим, ее немножко увеличить. Все. Итак, что дальше? Дальше домик у нас получился. Чего, ребята, не хватает? Не хватает у нас дверей и окон, да, что-то не видно ничего. Надо бы сделать двери и окна. Допустим, берем инструмент, опять-таки, прямоугольник. Типа какой-то странный дом, у которого гигантские окна, пусть будет так. Я не помню, где у нас, допустим, дверь пусть здесь будет. И тут тоже некое подобие окна. Вот. Ну ладно, пусть здесь тоже будет. Итак, вот у нас есть окна и варианты, как сделать окно. Допустим, взял инструмент выделения, нажимаю клавишу Tench, и как бы вижу, что ну все вроде нормально. Ну так лучше делать не надо. У нас есть некий инструмент, который вам сейчас пригодится. Это инструмент называется Paint Bucket, получается ведро с красками, да? Берем его, и у нас есть некие вещи, материалы. У нас есть некие вещи, материалы, stone, roof, крыша, да, допустим, металл, glass and mirrors. Вот, по-моему, то, что нам нужно. Берем его, берем, допустим, наши окна, пусть будут, допустим, вот такие. Нет, мне не нравится, давайте попробуем такой вариант. Пусть такие вот. Допустим, у нас есть вот такие вот окна, да, это закраска. Теперь, как бы, плоскость я не удалил, она там есть, но через нее уже мы можем смотреть. Но есть одна фишка, конечно, да, не знаю, позволит нам это сделать, нет, я вот внутри здания нахожусь. Неудобно. Здесь, кстати, внутри здания у нас почему-то у меня здесь осталась вот такая вариация. Давайте тоже спрям. Вот, ну, допустим, хорошо, пусть так будет. Немножко отходим назад с помощью колесика мышки. Итак, что дальше? Давайте попробуем сделать двери, что на самом деле дверь-то у нас тут какая-то есть ступенька. Эта ступенька пусть выдвигается. Тоже красота начинается, поэтому вы сами красотой вот все это ваше задание будет, которое вы мне сделаете. Допустим, у него есть некий здесь прямоугольничек, козыречек какой-то. Вот он тоже выдвигается. Там начинается, что какие-то элементы тут допустим, и как бы, да, пусть пока так будет. Окей. Домик есть, это есть. Попробуйте побаловаться закраской, да, возьмите Paint Bucket и попробуйте, допустим, нарисовать крышу. Кстати, вот интересный момент, который я должен вам обговорить. Допустим, у меня крыша будет вот такая вот. Кликаю. Вот. У многих, возможно, появятся некие проблемы, что рисунок либо большой, либо слишком мелкий, и поэтому мы обязательно должны заходить в кнопочку Edit. Заходим, и мы можем видеть размер. Допустим, я хочу сделать чуть покрупнее. У меня здесь 762 стоит, я 1000 ставлю. Мне не нравится, меняю, допустим, на 2000. Да, пусть будет такая вещь. Итак, теперь у нас везде крыши по 2000. Допустим, хочу эту вещь хочу сделать кирпичной. Захожу в Select, выбираю, допустим, где у нас кирпичи, это скорее всего это stone, нет, это камень, где тут bricks есть у нас, допустим, такая отстойная, tench,
и тыщ. Эта труба пусть будет металлическая, допустим, такая. Нет, так делать не надо. Я лучше сделаю Ctrl-Z нажму и эту фигню вообще полностью удалю. Нет, так тоже не айс. Не айс, поэтому лучше тогда что сделать? Ну, опять-таки еще одну окружность попробовать нарисовать, да? Я, по-моему, в серединку не попал, ничего страшного, вы попадете. И там взять какой-нибудь чисто color и чисто какой-нибудь, допустим, вот такой цвет, и потому что там все темно, ничего не видно, что там происходит, непонятно. Итак, действовать то же самое. Итак, есть такая вещь, допустим, я как бы сейчас, смотрите, да, на самом деле специально очень много элементов косячу, но вы потом сами поймете и исправите. Итак, допустим, какая у нас стена будет? Паттерны, что-то у нас, нет, у нас пока не надо, не интересует. Опять вернемся к дереву. Допустим, здание у нас будет какое-то... Что поделать? Вот такое вот у нас здание, да? Это не важно. Главное, что вы поняли, как пользоваться инструментом. Давайте еще раз посмотрим, как увеличить размер. Заходим в Edit. Допустим, мне не нравится такой мелкий квадратик. Я хочу его большим сделать, допустим, 5000. Нет, 5000 страшно. Допустим, 3000. Нет, 3000 нет. Ну что такое? 500. По-моему, так и было изначально, да? Давайте. Ладно, пусть будет 600. Итак, некий элемент есть. Ага. Ручку сами сделайте, но вам покажу. Давайте, допустим, это какой-то интересный домик. Пусть у него рядом с ним будет находиться бассейн. Попробуем сделать бассейн. Бассейн у нас будет в виде не такой кругленький бассейн, да, как мы любим, а у нас будет достойный бассейн, который выглядит вот так и, допустим, не знаю, вот такой вот. Такие бассейны есть, интересно? О. Пусть будет такой бассейн. Я хочу сделать такой вот бассейн. Допустим, удаляю все лишнее. Так, вот такой вот бассейн. Давайте его поднимем. Какие проблемы? Допустим, я хочу сделать так, чтобы у меня здесь закраска была. Допустим, выбираем Paint Bucket, заходим здесь Select, выбираем водичка. Допустим, вот такая вода будет. Ну, как-то неправильно, да, что вода вот так стоит. Это неправильно. Надо как-то правильно сделать. И здесь таки как раз тот инструмент, который вам нужно знать. Новый инструмент. Это инструмент Offset. Берем его, кликаем по элементу и смотрите, что я могу сделать. Вот я с помощью вот мышкой двигаю, и он повторяет как бы нашу, допустим, вот так. Все, кликаю левой клавишей мыши, и теперь таки у нас уже что-то с бассейном должно получиться. Вот, типа бассейн есть. Берем инструмент, допустим, Stone, пусть будет какой-то такой каменистый бассейн, не знаю. Так, все закрашиваем. На всякий случай здесь, кто продираться будет. Вот, у нас есть некий бассейн. И в бассейне я решил, допустим, сделать следующую вещь. Я хочу, во-первых, бассейн пониже опустить, да? Что-то у нас опять в воздухе висит. Выбираем тройной клик, могу его опять-таки сгруппировать, чтобы потом можно было его двигать. И немножко опустим его. Вот. Опустили. Пусть у нас будет некий элемент двора. Ой.
Что я делаю, кстати, ребят? Я делаю типа лужайки. Берем инструмент. Какой бы взять? Landscaping. Допустим, есть газон. Посмотрим, как он выглядит. Ну что поделать, такой вот у нас газон. Обратите внимание, у нас газон сейчас находится внутри здания, потому что наше здание было как бы не без вот такой вещи, да, объема не было пола. Обязательно этот объем пола сделайте, чтобы такого косяка у вас не было. Насчет крыш, опять, допустим, берем инструмент offset. Что хотел вам показать, допустим, что есть. Допустим, он немножко напрягается, там что-нибудь такое. Ну, допустим, что-то, не знаю, или обратно, пусть так. Этот инструмент, наоборот, не тот выбрал. Допустим, беру это, пусть немножко выдвигается. Самую малость. Итак, что, возвращаемся. Вот, самое интересное, я хочу, чтобы в моем бассейне был мяч. Начинается, да? Был мяч. Я хочу, чтобы мяч плавал в бассейне, он был красивого розового цвета, допустим. Для этого мы берем инструмент Circle и почти делаем то же самое, что и с вазой. Получается, мы должны нарисовать с вами две плоскости, два циркла, и берем инструмент Follow Me. Так. Не выбрал. Берем инструмент Follow Me и кликаем по нему. Все, у нас элемент появился. Там какая-то полосочка есть. Эту полосочку можете убрать. Есть некий шар, да? Некий шар. Давайте его в размерах уменьшим и перекрасим его какой-нибудь там смешной цвет, допустим, таким. Итак, есть некий давайте его, кстати, группируем. Make group и подвинем. Так, немножко плавает сверху, типа. Итак, ваша задача на сегодня. Я хочу, чтобы вы создали примерно такой же дворик, да, только уже получше закраску сделали, тут, чтобы таких белых косяков нигде не было. Обязательно покрасьте мебель всю. Кстати, обратите внимание, да, сейчас я пока это временно удалю. Сгруппированные элементы. Вот смотрите, допустим, я хочу перекрасить тот же самый стол, да. Я беру инструмент такой, неважно, цвет, допустим, такой, крашу, да, бах, и мне надо будет каждый элемент там покрасить. Что происходит с группированными элементами? Когда мы берем цвет, он полностью всю группу закрашивает, весь элемент группы. Не каждый отдельно, а весь элемент. Это очень важный момент. Поэтому, если вы хотите именно стул как-то по-другому сделать, да, тогда нажимаете двойной клик, и тут уже отдельно можете закрасить элемент. Вот, все видно, что, допустим, опять-таки база или какой-нибудь там типа даже, не знаю, типа каменная какая-то. Итак, вернем нашу плоскость. Здесь есть инструмент, мне, допустим, лень искать, беру инструмент пипетка, кликаю вот сюда и финиш. Не поняли, да, что сделать? Итак, смотрите, я, чтобы не искать здесь, уже применял какой-то цвет.
хочу его применить где-то здесь. Допустим, беру инструмент пипетка, допустим, и не знаю, кто так строит, но, допустим, у меня сверху была тоже каменная. Все, закрасим. Психанул, короче. Допустим, и ваша следующая цель, которую вы должны сделать. Я хочу, чтобы вы сделали, помимо всего этого, что увидели, построили здесь вокруг элемента некий забор вокруг периметра, да. Внутри двора у нас должна быть следующая вещь. Потренируемся. Я хочу, чтобы вы сделали гараж для автомобиля, будку для собаки, беседку, где можно, ну, кто не знает, что такое беседка, прогуглите хорошо, беседку, и кому это будет очень легко, можно сделать еще качели. Это самый трудный элемент, качели. Пока на этом все. Всем спасибо. Жду ваших видео. Всем пока.